Московский Кавказский клуб был создан еще 3 года назад. Теперь его деятельность поддерживает Федеральное агентство по делам национальности. Клуб работает в 6 направлениях. В первую очередь это поддержание межнационального и межконфессионального согласия, как в СКФО, так и в России в целом. Кроме того, он работает над инвестиционной привлекательностью регионов, реализует углубленную молодежную политику и содействует развитию туризма. Одна из задач Московского Кавказского клуба – это давать грамотную, четкую и очень корректную экспертную оценку событиям, которые происходят в регионах Центральной России и на Кавказе. Это первое, это экспертная работа. Вторая задача – это установление диалога между властью и обществом. Например, у нас, скажем так, проводилось несколько подобного рода акций и в Москве, и на Кавказе, например, в Дагестане мы устроили встречу прямую студентов с чиновниками. Это все было в рамках Московского Кавказского клуба. И ребята пришли и могли задать вопросы. Представительства клуба открыты в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии. Также планируется их открытие в других регионах Северного Кавказа. В нашей республике клуб возглавил олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Он не отвечал на вопросы участников встречи, которые касались предстоящей работы ингушского клуба. Какие у вас планы на развитие этого Московского Кавказского клуба у нас в регионе, то есть в Республике Ингушетия? Выезжайте в соседние регионы, будут приглашать к нам в гости, создавать определенные там акции. Те же, допустим, там мастер-классы, да, или, допустим, общение со студентами, там, с определенными работниками, даже в том числе там, крупных предприятий. Там. Также Рахим Чахкиев заявил, что собирается уделить особое внимание спортивной сфере. Ведь спорт – это не только здоровый образ жизни, но и деятельность, которая несет мир. Яркий пример этого – временное прекращение войн во время Олимпийских игр. Кроме того, Московский Кавказский клуб работает над формированием положительного образа Кавказа в СМИ. Из зала задали вопрос о том, как собирается клуб бороться со сложившимися стереотипами касаемо лиц кавказской национальности. Почему бы изначально, может быть, вообще Московский Кавказский клуб не нужен был бы, и время мы не тратили бы, да, если бы те люди, те журналисты, другие органы, там, деятели, которые в том числе и подвластны, и и органам государственной власти не раздували изначально. Эту ситуацию мы должны все вместе переломить. Каким образом? Я абсолютно с вами согласен, есть закон, который мы должны соблюдать, и в том числе его должны соблюдать и СМИ. И как только будет у нас подано заявление в прокуратуру на раздувание межнациональной розни, 1, 2, 3, 10, и дела будут выиграны, тогда, я считаю, мое личное убеждение, что центральные и вообще любые СМИ будут думать, прежде чем подавать ту или иную ситуацию именно в таком, как вам сказать, национальном стереотипном контексте. Участников встречи также интересовала проблема гражданской самоидентификации на Кавказе, ведь родовая, тейповая и религиозная принадлежность не должна мешать чувствовать себя полноправным гражданином России. Американцы, являясь разных национальностей, вывешивают у себя дома, во дворе, дома, на кухне, везде свои флаги, да, и считают себя американцами. Вот в связи с этим я хотел задать вопрос, как вы считаете, как можно сделать так, чтобы жители национальных республик называли себя тоже россиянами? Мы сейчас, как общественное объединение, запускаем такую акцию в формате общероссийского общественного, даже не Кавказского клуба, а общероссийского такого общественного движения про РФ, именно связанное с флагом России. Мы хотим, вот я сейчас в Дагестан сегодня поеду еще вечером, вчера в Осетии был. Мы будем поднимать флаг России в разных местах, и там в горных районах, и там, и сям, и снимать это, показывать, потому что это символы нашей страны, и они важны для нас, для того, чтобы ощущать себя причастным не только к своей малой родине, Кавказу, конкретной республике Ингушетия, Дагестану, но и к своей большой родине России. Это очень важно. Что касается того примера, который вы привели, американская идентификация, там немножко другой подход, там система плавильного котла. То есть любой человек, который приезжает в Соединенные Штаты, становится американцем достаточно быстро, и под это заточены все основные властные институты. У нас же в России есть возможность сохранить свою самобытность, сохранить свой язык, свою культуру, свою традицию. В этом нам никто не препятствует, но при этом чувствует себя еще помимо представителя своего народа, конкретно вот ингушского в вашем случае, или там
другого представителем и единой большой России. Московский Кавказский клуб – открытая платформа, к которой могут присоединиться не только партии и общественные организации, но и люди с активной жизненной позицией. В свою очередь, Ингушский государственный университет пригласил его делегацию на фестиваль народных культур, который студенты собираются провести в скором времени. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.